Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дошли до 20-го греха. И этот грех аз-зулм, несправедливость, притеснение, брать что-либо без права на это. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, сура Бакара, 188 аят: «Валя та'кулу амвалакум бейнакум билбатил, ва тудлю биха иля аль-хукками лита'кулу фарикам мин амвалин наси бил-исми ва антум та'ламун». Аллах Тааля говорит: и не поедайте имущество друг друга ложью. И не поедайте имущество друг друга ложью, батилем, без права на это. И не обращайтесь к судьям. И не обращайтесь к судьям для того, чтобы присвоить себе имущество, часть имущества других людей. Без права на это, будучи знающим. Также это можно перевести, то есть тут два перевода есть: не обращайтесь к судьям, когда. Есть первый: не обращайтесь к судьям, чтобы присвоить. Когда ты нашел лазейку, путь, как можно, обратившись к судье, забрать имущество другого человека. И второе, это перевод. Здесь первое было, это просто обращение к судье. Когда люди бывают, вот как я сказал первое, находят дорогу для того, чтобы присвоить имущество другого, а бывает, что по правде люди, у них есть право на это имущество, однако они находят пути для того, чтобы еще больше забрать, чем имеют на это право. Еще больше забрать, чем имеют на это право. И тут же также в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля второй смысл это сразу указывает: и не давайте судьям имущество, то есть деньги, взятку, для того, чтобы они присвоили вам чужое имущество. Два смысла. То есть, давая взятку или не давая взятку, это будет одинаково греховно. То есть оба случая являются греховными, так как человек забирает имущество другого человека без права на это. Без права на это. Второй аят, это сура Шура. Сура Шура, 8 аят. Для того, чтобы понять этот аят, надо вернуться. Тут он только часть аята привел. Для того, чтобы полностью понять, надо вернуться к аятам до этого аята, который находится до этого аята. Извините, Шура, 42 аят. 42 аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: объясняя качество верующих,
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. До этого говорит: «Фама утиту мин шейин фаматау аль-хаяти дунья». То, что вам, если вам что-либо дано, то это мата аль-хаяти дунья, то, что используется в этом мире, временное. «Вама индаллахи хайру ва абқа лиллазина аману ва аля раббихим ятаваккалун». А то, что у Аллаха, оно лучше и продолжительнее, вечно. Абака, слово переводится как продолжительное, но смысл его, то есть вечно. Будет вечно для тех, кто уверовал, аману ва аля раббихим ятаваккалун, и уповал на своего Господа. Потом Аллах субхану тааля их качество говорит: «Аллазина яджтанибуна кабаир аль-исми валь фавахиш». Они те, кто сторонятся больших грехов, валь фавахиш, и грехи, которые являются из раздела фахиша, мерзость. Ва иза ма гадибу хум ягфирун. И когда они разозлятся, они прощают. Если они разозлятся, они прощают. Валлазина стаджабу ли раббихим ва акаму ссалата ва амрахум шура бейнахум. Они те, которые ответили своему Господу, выстаивают молитву и советуются между собой. То есть, если какое-то дело произошло, вне зависимости, это дело касается дела религии или мирских дел, они советуются друг с другом. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. И выплачивают из того, что мы их наделили. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. И когда к ним относятся несправедливо, они отвечают на эту несправедливость. То есть не склоняют головы, не просто проявляют терпение, а что мстят, можно перевести как мстят за несправедливость. وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ мислюха. И наказание сайиа, наказание несправедливости, то есть наказание зла, злом подобно ему. Если тебе человек совершил какой-то злой поступок, то можно ответить тем же ему. Аллах субхану ва тааля говорит. Но мислюха, подобно этому, то есть не больше. Нельзя большим отвечать. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. А тот, кто простил и исправил положение, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. То награда его будет на Аллахе, то есть будет большая награда этому человеку. И некоторые ученые из этого вывели, кстати, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. Тот, кто простил и исправил положение. То есть прощать в том случае надо, если ты посредством этого исправишь этого человека. Если он приведет это к исправлению его. А если же это приведет к ухудшению его положения, он еще хуже станет совершать грехи, то в этом случае прощать не надо, а наоборот обращаться к судье. «Инна Аллаха ля юхиббу залимин». Поистине Аллах не любит несправедливых. «Валиман», и Аллах субхану тааля этот смысл подтверждает дальше: «Валиман интасара». А тот, кто вернул зло злом, подобным ему, то есть ответил на несправедливость, защитился, «Фауляйка ма алейхим мин сабиль», то этим людям нет упрека. Упрек будет, А кому упрек? «Иннама сабилю аля аллазина язлимуна наса ва ябгуна фил ард». Те, которые относятся несправедливо к людям и переступают границы на земле, без права на это. «Уляйка ляхум азабун алим», и тем будет мучительное наказание.
То есть Аллах Субхану Тааля говорит, то, что мучительное наказание будет тем, кто относится несправедливо по отношению к людям. А если человек ответил тому, кто сделал ему несправедливость, совершил по отношению к нему несправедливость, то Аллах Субхану Тааля говорит, нет этим людям упрека, пока эти люди не перешли границы, а ответили тем же. Однако даже в этом случае Аллах Субхану Тааля говорит, если он простит и исправит то, что между ними, или же исправит этого человека посредством прощения, то Аллах обещает этому человеку большую награду. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. И несправедливым людям не будет покровителя и не будет помощника в судный день. Также Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Зульму зулуматун яумал кияма». Зулуматун яумал кияма. Поистине справедливость — это мраки в судный день. Мраком обернется. Мы знаем, что в судный день будет время, то есть одно из мест в судном дне, это перед сиратом будет такое положение, когда опустится мрак для всех. Однако у верующих будет нур. Два вида людей. Первые останутся в темноте, это неверующие, а втором будет дан нур. Как Аллах Субхану Тааля в суре Хадид в 12 аяте говорит, в этот день ты увидишь верующих мужчин и верующих женщин, как нур выходит перед ними и справа от них. И также в этот день дастся нур мунафикам, потому что в этом мире они внешне были мусульманами. Однако, так как они пытались обмануть верующих в этом мире, Аллах Субханаху ва Тааля накажет тем же их в судный день. Им дастся нур, и когда они уже будут на сирате, приблизиться к сирату, то ихний нур заберется у них. И поставится стена между ними и верующими. И они будут говорить: «Юнадунахум алям накум маакум». Разве мы не были с вами? «Калу баля», верующие скажут: да, вы были с нами. «Валякиннакум фатантум анфусакум. Ватараббастум вартабтум». Однако вы сомневались, испытывали себя. И верующие скажут ему: ищите нур там, где был дан вам. Там, где был дан вам. И вот из этого аята некоторые ученые говорят, объясняют вот этот хадис. Зулем, несправедливость, это обратиться мраком, темнотой в судный день. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман заляма шибран миналь арды тувикаху иля саб'а арадин яумал кияма». Тот, кто совершил несправедливость в 5, то есть отобрал у человека, изменил границы земли и отобрал у другого человека землю в 5, то есть на маленькое количество, то в судный день, в объяснении вот этого хадиса очень много, то есть возьмем одно из объяснений, в судный день вот это 5 земли, 5 это только наверху 5, так же? Однако, если по исламу, если у верующего есть земля своя, то она настолько вниз, его право идет настолько вниз, насколько он сможет дойти. Не только поверхность или сколько-то метров, как, например, по российскому закону.
вниз, а настолько, насколько он сможет вниз. То есть даже до 7 слоев земли, как сказали. И поэтому в хадисе сказано: обернется вокруг шеи в судный день вот эта земля вспять 7 землями. 7 землями. То есть то, что все под землей было, вот, обернется вокруг шеи его. Другое объяснение, то, что он провалится под 7 слоев земли. И как будто бы оно будет обернуто вокруг шеи его. Если он, изменив границы, отобрал у человека, ложью обманул, несправедливость совершил. Также Аллах Субхану ва Тааля про себя говорит: «Инна Аллаха ля ядлиму мithqаля дарра». Аллах не совершает несправедливость даже в пылинку. Даже в пылинку. Следующий хадис. Этот хадис от Аиши приводится в муснаде имама Ахмада. Есть много подтверждений этому хадису. То есть некоторые риваяты этого хадиса очень слабые, однако он подкрепляется другими хадисами. От Аиши приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ад-дававину саляса». Записи бывают 3 видов. Ангелы, которые ведут записи, они 3 видов. Записи грехов. Записи грехов. Первые записи: «Ля яхфирухуллах». Не простит Аллах то, что в этих записях. «Аль-ишраку биллях». Это ширк. Это предавание Аллаху в сотоварища. Потому что так как Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна Аллаха ля яхфиру айюшрака бихи». Поясни, Аллах не прощает ширк. То есть если человек, совершивший ширк, умрет на этом, не покаявшись. Второй – это записи, которые Аллах Субханаху ва Тааля не оставит без рассмотрения. Которые Аллах Субханаху ва Тааля не оставит без рассмотрения. И это несправедливость между рабами. До тех пор, пока Аллах Субханаху ва Тааля не рассудит между ними и пока они друг друга не заберут то, что принадлежит им. То есть, если ты человеку не отнесся несправедливо, и в этой жизни он не смог забрать свое право, то он заберет это право в судный день. И Аллах Субханаху ва Тааля это не оставит. Какое бы положение человек не занимал бы. То есть, например, даже шахид, Аллах Субхану ва Тааля, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: шахиду будут прощены все грехи. Будут прощены все грехи, кроме долгов. Кроме долгов. И это не значит, что это долги только не будут прощены. Имам Навави говорит, это указанием всего лишь является. Указанием на то, что права людей не будут прощены. Не только долги не будут прощены, а все права людей. А будет прощено то, что между ним и между Аллахом. Вот эти грехи будут прощены. А то, что между ним и людьми, вот это не будет прощено. И Аллах Субхану ва Тааля ничего из этого не оставит, пока не рассудит между рабами в судный день. Так как это является справедливостью, даже неверующий возьмет свое право у верующего. Хоть мы и не знаем, как это будет, ему наказание будет облегчено, или он свои грехи даст, это не указано. Однако это то, что требует справедливость Аллаха. То есть даже неверующий возьмет свое право у верующего в судный день. А как именно? Аллаху алям. На это нету указания. На это нет указания. По крайней мере, я не знаю. И третье,
Это как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, на что Аллах не обратит внимания, это то, что между ним и рабом. Если он захочет, его простит, если захочет, то накажет. То, что не обратит на что не обратит Аллах внимания. То есть не даст отдельного внимания этим записям. Первым записям дано было отдельное внимание тем, что он не простит эти грехи. Вторым записям было дано внимание то, что он не оставит это без рассмотрения. А третье, это то, что Аллах Субхану ва Тааля не даст им особое какое-то внимание. Если захочет, он простит, а если захочет, то накажет. Может. Тут имеется в виду особое именно внимание не будет. Следующее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-матлю гании зульмун». Также является грехом. Это когда богатый человек растягивает с выплатой долгов. Растягивание богатым выплаты долга является зульмом, является несправедливостью. Когда богатый, имеется в виду богатый, под словом богатый, тут имеется в виду тот, кто может выплатить свой долг. Потому что иногда богатый может быть в таком положении, когда у него нет денег, у него все ушло, бизнес ушло в товары или еще что-то, и он не может их вытащить просто так, без вреда себе. А тут имеется в виду богатый тот, который может выплатить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как это сказал, и если тот, на ком долг лежит, перенаправит свой долг богатому человеку, то пусть хозяин долга последует этому. То есть, например, я должен Умару 100 рублей, я не могу это выплатить. И я говорю Умару: вот есть человек, зовут его Абу Бакр, он тебе выплатит вместо меня 100 рублей. То пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пускай Умар примет это, то есть будет требовать уже долг у этого, у Бакра. Но тут с одним условием, то, чтобы он доверял этому Абу Бакру, и Абу Бакр был способен выплатить. Именно богатым должен быть, способным выплатить, и чтобы не было причин, по которым бы Умар не хотел бы, чтобы Абу Бакр ему выплачивал. Например, Абу Бакр, он очень жесткий человек, и Умар боится его, и он будет стесняться или бояться попросить у него свое право. Да. Некоторые ученые сказали, приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тут ваджибом является. То есть нет выбора для человека, для Умара. Он обязан уже требовать у Абу Бакра. Другие сказали, тут это желательно. И более правильно тот, что желательно это. То есть это не приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а это указание на то, что является лучшим. И Умар может отказаться от этого, и это не будет грехом. Однако для него лучше, если он последует тому, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на что указал, то есть перенаправит долг на этого человека. Но тут условие, то, чтобы кому перенаправили, чтобы он был способным выплатить этот долг, и чтобы тот хозяин долга не боялся этого человека и не стеснялся спросить. Например, Абу Бакр в данный момент не может отдать.
А мы еще, например, я с Умаром вот сегодня только встречусь, а в другое время, например, я не могу с ним встретиться. Я говорю, вот Абу Бакр в течение там скольки-то дней выплатит тебе, отдаст вместо меня. То есть разные же ситуации бывают. Надо... Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал... А если у Абу Бакра нету на данный момент денег, чтобы тебе дать, однако в дальнейшем он сможет выплатить. Естественно, это ты можешь у одного человека взять и другому отдать. Это можешь. Однако, например, Абу Бакр говорит, да, я заплачу вместо тебя, но у меня сейчас тебе дать нету денег. Я завтра заплачу. И ты говоришь сразу Умару, вот это, он вместо меня выплатит. Разные же ситуации есть. Тут надо смотреть то, что не узко надо смотреть, а шире смотреть. То есть ситуации разные бывают. И это выход из положения, которое... Конечно. Нет, он должен согласиться на это. Естественно. Да, это естественно. Ильсур согласился выплатить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто отобрал право мусульманина клятвой, тому Аллах сделал огонь обязательным. То есть по причине клятвы поклялся, например, поклялся, что он по правде мне должен. И тот должник уже отдал ему долг, однако нету свидетелей, что отдал, и записи нету, что отдал. И человек клянется, он говорит, не отдал мне, в Аллахе. Должник говорит, я отдал, но у него нету доказательств. И судья, например, решил, что должник обманывает. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто отобрал, это как пример, отобрал у мусульманина право клятвой, тому Аллах субханаху ва тааля обязал огонь. И сподвижники спросили о посланнике Аллаха, даже это, если мало, если что-то маленькое, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, даже если мисвак, палочка мисвака, палочка дерева арак, даже если это палочка дерева арак, сборники имама Муслима. Поэтому, если помимо судебных дел мусульманин иногда может говорить двояко, то есть слово с двумя смыслами, например, в дом стучатся и спрашивают, папа дома, ребенок выходит, говорит, поищите в мечети. Он не говорит, что его дома нет, он дома, но он просто сказал, поищите в мечети. Он не сказал же, что его дома нет. Вот. Как пример. Двоякими смыслами. То если в повседневной жизни это разрешается, если, конечно, только не приводит к тому, что нарушаются права, то перед судьей клясться двойным смыслом запрещается. Перед судьей клятва, смысл клятвы считается тот смысл, который вложил именно тот, кто потребовал клятву. Поэтому, если даже он двояко как-то сказал, то это запрещается, и ему придется за нарушение клятвы штраф платить. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если мы использовали какого-то человека, наняли какого-то человека на работу, и он сокрыл веревочку, или даже больше этого,
то это будет гулюлян ятибихи яум аль-кияма, то это будет гулюлян, присвоением, с которым он придет в судный день. Присвоение мы проходили на прошлом уроке, да? То есть человека взяли на работу, и он то, что принадлежит организации, да, забрал себе, присвоил, скрыл. То, что когда между двумя людьми идет какой-то муамалят, как торговля, подарок или еще что-то, нету условия, чтобы ты спрашивал, откуда у тебя эти деньги, откуда тебе эта вещь или еще что-то. То есть знание об этом с тебя не требуется. Если тебе кто-то что-то продает, ты не обязан узнавать, украл он это, честным путем добыл или еще что-то. Если, например, он по правде украл, и тебе это было продано, и ты не знал об этом, то нет на тебе греха. Ну, можно, пока не узнал. Может, он по правде там что-то стеснительное, и он не хочет рассказывать. И пророк, саллаллаху алейхиссалям, про человека, который прислуживал ему во время войны, мы знали, что попала в него стрела, и он умер от этой стрелы. И да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как сподвижники начали восхвалять этого человека, умер на пути Аллаха и так далее, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине плащ горит на нем. Плащ, присвоенный им, горит на нем огнем. И человек, испугавшись, принес шнурок, который он также присвоил из трофеев. Другой человек принес 2 шнурка. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: шнурок из огня, 2 шнурка из огня. То есть возвратились, не стали огнем. Один человек спросил: о посланник Аллаха, если я буду убит на пути Аллаха, желая награды Аллаха, не отворачиваясь, а идя вперед, будут ли прощены мне мои грехи? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, будут прощены, кроме долгов. И опять же, вот это долгов, это не значит, что только долги. Как имам Навави сказал, это указанием на право людей, Просто долги – это самое распространенное, то, что люди обычно не возвращают. А если даже что-то выше долгов, например, сворованное или отобранное и так далее, то это более имеет право взять за это наказание, чем, например, невозвращение долга. Потому что долг он взял, и долг брать разрешается также. Однако не успел отдать или по какой-то другой причине. А, например, если своровал, это же не разрешено изначально, то это тем более не будет прощено ему. То есть, как здесь указание, как ученые сказали, то, что ему прощается, это только то, что между ним и Аллахом. А то, что между ним и людьми, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в предыдущем хадисе сказал, это одна из тех записей, которые Аллах субхану ва тааля не оставит без рассмотрения, без того, чтобы человек не забрал свое право. Поэтому эти грехи не прощаются. Ну, рэкет тем более. Рэкет совершал, а потом пошел и умер на пути Аллаха. Ему не простится это, пока он не вернет право людей.
Также приводится хадис от Зайда ибн Аркама, от Абу Бакра, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не войдет в рай тело, вскормленное харамом. То есть, если человек питался харамом. Из харама, часть харама, это как раз что? То, что харам, это не только то, что запрещено кушать, как свинина, как дикие животные, у которых есть хищники, которые охотятся к своими клыками, когтями. А также харам — это то, что отобрано, своровано, рэкет, риба и так далее. Это также входит в это. Поэтому 20-й грех — это было то, что несправедливость, заключающаяся в том, что когда человек присваивает себе, забирает то, что принадлежит другим людям. То, что принадлежит другим людям. И мы привели на это аяты и хадисы. И также один хадис, последний хочу сказать. Это от Умму Саляма приводится. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине я являюсь человеком, и любой судья является человеком, и любой ученый является человеком. И из этого что истекает? И говорит: приходят ко мне припирающиеся люди, припираются, которые с друг с другом. Ты мне должен, нет, я тебе не должен. Спорящие. И, возможно, один из вас говорит более доходчиво. Как говорится же, язык подвешен. И он лучше умеет изъясняться и объяснять, чем другой. И я присвою ему, основываясь на то, что я слышал. Это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. 2 человека пришли, и один изъясняется лучше, доказывает лучше. И я, говорит, присвою ему, основываясь на то, что я услышал. Однако это не принадлежит ему. Он не имеет права, например, для этого. То этим, когда я ему присвоил то, что ему не принадлежит, этим я ему дал часть огня, говорит. И пускай он возьмет его на себя, вот эта часть огня, или же оставит. То есть пускай что? Если он возьмет это, то это будет наказанием ему в судный день. А если же он оставит, то лучше ему и правильно ему это оставить. Поэтому иногда бывает то, что судья может решить, но это не значит, что судья халяль делает харамом, а харам делает халялем и так далее. Это значит, что судья решает, основываясь на то, что слышал. И бывает иногда фетву приводят. Вот такой-то ученый сказал так-то в этом вопросе. В этом вопросе он также остается человеком. Как до него довели этот вопрос, так он и ответил на этот вопрос. Бывает, что ученые не знают некоторые вопросы. Например, у одного ученого недавно фетву слушал, там у него спрашивали, разрешается ли играть в монополию. Он говорит: я не знаю, что это такое. Но это, говорит, игра, в которой есть частичка нардов, говорит, в котором есть нарды. Нарды — это значит, что кубики кидать. Ну, говорит, ты ответил уже на этот вопрос, говорит. Есть что? Нарды. Да. А нарды запрещены. Потому что на удачу. А когда игры, которые основываются на удачу, а не на разум, не на физическую силу, не на чуткость и так далее, они в большинстве случаев приводят к вражде. Аллах Субхану ва Тааля сказал: иннамаль хамру валь мейсиру. Поясни, хамр и мейсир, азартные игры. Азартные игры — это неправильный перевод. В любой игре есть азарт. А тут имеется 2 смысла. Игры, которые основываются на удачу, как кубики, карты, которые не зависят от человека. И даже если там не установлен приз, даже если не на деньги играют.
И игры, когда человек что-то дает и не получает взамен ничего, это лотерея. Вот это мейсер называется. А азартный называть это как-то не совсем правильно. Кто-то может сказать, ну я в футбол играю, там тоже есть азарт. Ты хочешь победить? Нет, поэтому тут имеется в виду вот игры, в которых есть случай удачи. Лотерея в том случае только разрешается, когда ты ничего не даешь, но получаешь. Ну, головоломка это же разум. А если... Нет, запрещается в том случае, если ты деньги вкладываешь, что-то вкладываешь,